Уважаемые жители города Канаш и наши телезрители, вы, наверное, смотрели передачу о проведении очного собрания в многоквартирном доме, которое проходило 17 апреля 2022 года. На данном собрании принимали участие 11 собственников квартир и один представитель нежилого помещения. Основным вопросом любого годового общего собрания является оценка деятельности управляющей организации по выполнению договора управлению за предыдущий год на основе заключенного Советом многоквартирного дома. Этот отчет в письменной форме, соответствующий стандарту, утвержденному постановлением правительства Российской Федерации номер 416, Совету Дома необходимо было направить не позднее 31 марта. К началу второго квартала его необходимо было разместить в государственной информационной системе ГИС ЖКХ в интернете. Требования законодательства Канашская городская ярмарка проигнорировала. Мастер управляющей организации, участвовавший в собрании 17 апреля, не смог отчитаться о деятельности по выполнению договора управления, заключенного 29 марта 2021 года. У него на руках текста отчета просто-напросто не оказалось. В ГИС ЖКХ на сегодняшний день размещены сведения о договорах управления домом, датированных 10 ноября и 21 декабря 2020 и 29 марта 2021 года. Срок действия последнего договора продлен до 29 марта 2023 года. А отчет о выполнении найти в системе не удается. В ней размещена информация только об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Канашская городская ярмарка» в 2021 году по договору управления номер 1 от 29 марта 2021 года. По этим показателям получены доходы 576,5 тысяч рублей. Расходы составили 676,6 тысяч рублей. И это сведения порождает очень много вопросов. Площадь жилых и нежилых помещений в нашем доме в ГИС ЖКХ указана равная 5501,7 квадратных метра. Значит, с квадратного метра за весь год поступило 104 рубля 79 копеек платы за содержание жилого помещения или по 8 рублей 73 копейки в среднем за месяц. Для управления домом, содержания и ремонта общего имущества, расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы хватило 10 рублей 25 копеек с квадратного метра. Не в этом ли кроется крайне низкий уровень собираемости платы за содержание жилого помещения 576 500 рублей за год вместо 955 315 рублей в расчетах при размере платы 14 рублей 47 копеек за квадратный метр в месяц. Достоверно ли размещена в ГИС ЖКХ бухгалтерская отчетность? Если да, то почему управляющая организация не подключила к работе со злостными неплательщиками Совет многоквартирного дома? У ней, Канашской городской ярмарки, есть законные права инициировать внеочередное общее собрание собственников помещений и обсудить в нем состояние платежной дисциплины собственников и пользователей помещения в доме. На очной части собрания представитель управляющей организации ни слова о требованиях или хотя бы упреков в адрес неплательщиков не высказал, не было и самооценки уровня претензионной работы управляющей организации. Следующим важным вопросом повестки дня годового общего собрания является отчет Совета многоквартирного дома о своей деятельности. Именно Совет жилищным кодексом Российской Федерации определен субъектом повседневного общественного контроля за деятельностью управляющей организации. Не вина, а беда Совета нашего многоквартирного дома в том, что он не получил должной поддержки со стороны отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города, не имел никакой связи с сектором муниципального жилищного контроля администрации. Надо признать, что в состав Совета были избраны собственники, проживающие только в 5 и 6 подъездах
Остальные 5 подъездов и собственники нежилых помещений в нем не были представлены. Председатель совета фактически проживала вне города. Не очень вежливо со стороны совета в целом было то, что в очной части собрания она не участвовала. Ни одному члену совета не поручила отчитаться о деятельности совета. Поэтому заочным голосованием собственники помещения переизбрали председателя совета, дополнили его состав. В нем сейчас представлены все подъезды и нежилые помещения в многоквартирном доме. На очной части собрания всем явившимся на ее собственникам помещения многоквартирного дома до остальных собственников уже 18 и 19 апреля собрание с помощью действовавших членов Совета МГТ довел бюллетень заочного голосования по вопросам повестки дня. Каждый бюллетень был сформирован на основе реестра собственников помещения, предоставленного управляющей организацией. В нем указан номер квартиры или нежилого помещения, поименный список собственников помещения с указанием количества голосов каждого из них. Была возможность указать реквизиты простой письменной доверенности на голосование: фамилия, имя, отчество доверителя, доверенного лица, их подписи. Всем собственникам предлагалось свой вариант голосования: за, против, воздержался, отметить не галочкой, а подписью своей или доверенного лица. Надо отметить, что только в одном заполненном и возвращенном счетной комиссии бюллетене голосования отмечена галочка, но и в нем имеются 2 подписи голосующего, подтверждающие право собственности и дату голосования. Все остальные бюллетени содержат по 12 подписей одного и того же голосующего собственника или доверенного лица. В дополнение к указанным выше, с отметкой о голосовании по каждому из 10 предложенных инициатором собрания проектов решений по вопросам повестки дня. В бюллетене осталось место и для замечаний и предложений собственников в адрес управляющей организации по вопросам, не включенным в повестке дня. В ряде бюллетеней эта ячейка тоже оказалась заполненной вполне деловыми предложениями. Реестр собственников помещения в многоквартирном доме был составлен в конце 2020 года. Естественно, что в нем через 1,5 года появились несоответствующие положения дел на время проведения общего собрания данные. Поквартирные именные бюллетени дали возможность новым собственникам квартиры или доли в общей собственности внести в них уточняющие записи. Срок заочного голосования почти месяц, до 16 часов 15 мая. Место возврата заполненных бюллетеней – почтовый ящик перед входом в офис ООО компании «Телеком Плюс». Инициаторы собрания были указаны в каждом бюллетене. Собственников никто не торопил. У них было достаточно времени ознакомиться со всеми документами и материалами по вопросам повестки дня в этом офисе, находящемся в их же доме в удобное для них время в рабочие дни. Это было указано в уведомлении о созыве годового собрания. Результаты голосования каждого собственника помещения по мере поступления заполненных бюллетеней заносились в сводную таблицу подсчета голосов Косаревой Ольги, представителем инициатора по доверенности, предложенной к избранию секретарем, членом счетной комиссии. В установленные жилищным законодательством сроки итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания были подведены счетной комиссией. Протокол собрания составлен и подписан с приложением к нему всех необходимых документов. Дело с оригиналом протокола со всеми приложениями на 111 листе 25 мая 2022 года инициатором собрания было доставлено управляющей организации акционерного общества «Канашская городская ярмарка» для предоставления на хранение Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики. Итоги собрания следующие. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня был обеспечен. В голосовании приняли участие собственники с 51% от общего количества голосов – 10 023.
Большинством голосов участников собрания приняты решения о выборе председателя, секретаря и членов счетной комиссии собрания, утверждение состава общего имущества многоквартирного дома, утверждение договора управления многоквартирным домом в новой редакции, до избрания членов Совета многоквартирного дома собственников Мурзукова, Перепелкиной, Фединой, Тимофеева, Михайловой, Елена Михайловна. Избрание председателем Совета многоквартирного дома Михайловой Елены Михайловны, квартира номер 40. Наделение с 15 мая 2022 года председателя Совета многоквартирного дома Михайловой Елены Михайловны полномочиями. Первое. По подписанию, действуя без доверенности от имени и в интересах всех собственников помещений, договора управления многоквартирным домом в новой редакции и договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг, актов, приемка оказанных услуг или и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг или выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. Второе. По направлению в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных в части 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, ресурсоснабжающей организации, обязательств перед собственником. Большинством голосов принято решение о требованиях к собственникам квартир без индивидуального прибора учета холодной и горячей воды, индивидуального прибора учета установить до конца текущего года. Обязание управляющей организации в июне в декабре 2022 года совместно с МП УК ЖКХ, МУП «Водоканал», АО «ЧЕСК» организовать проверки наличия состояния индивидуальных приборов учета, достоверности передаваемых показаний индивидуальных приборов учета не чаще одного раза в 3 месяца в каждой квартире. Следующее. Обеспечение снятия показаний индивидуальных приборов учета и их внесение в журнал регистрации состояния и показаний индивидуальных приборов общедомового прибора учета не реже одного раза в неделю с управляющей организацией. Обеспечение снятия показаний общедомового прибора учета и их внесение в журнал регистрации состояния и показаний общедомового прибора учета не реже одного раза в неделю работникам управляющей организации. Снятие показаний общедомового прибора учета 23-25 числа каждого месяца и их внесение в этот журнал с учетом члена Совета многоквартирного дома. Потребовать от управляющей организации обеспечить реализацию федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации с учетом требований постановления правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 года номер 1628, конкретизировать план соответствующих мероприятий по многоквартирному дому машиностроителей 39, предусмотреть в нем теплоизоляцию горизонтальной и вертикальной разводки горячего водоснабжения подвальных, жилых, нежилых помещений многоквартирного дома май-август 2022 года. Тепловизионный контроль многоквартирного дома в октябре-ноябре 2022 года. Проведение проверок приборов учета электроэнергии и выявление безучетного потребления июль-август, декабрь 2022 года. Обеспечить строго
целевое использование средств на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в пределах 45 тысяч рублей, направить на эти цели не менее 40% неиспользованных в 2021 году поступлений платежей за содержание и ремонт общего имущества в МКД. Во исполнение постановления администрации города Ганаш о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики на 2018-2022 годы собрание предложило отделу строительства администрации города Канаш включить придомовую территорию многоквартирных домов по адресу улица Машиностроителей 36, 37, 39 программу на 2022 год. Акционерное общество «Канашская городская ярмарка» и Совету многоквартирный дом в срок до 25 мая 2022 года обязаны предоставить администрации города согласованные с собственниками помещений в МКД номер 36 и 37 управляющими организациями ООО «Управляющая компания «Канашстрой» и МУП «Коммунальные услуги» проект благоустройства и озеленения территории и эскизный графический план работ. В то же время против принятия к сведению заключения Совета многоквартирного дома по отчету акционерного общества «Канашская городская ярмарка» о выполнении договора управления МКД, признание работы управляющей организации удовлетворительной, подано более половины голосов участников собрания. Решение не принято. При этом по этой же причине не принято решение о принятии к сведению отчета Совета многоквартирного дома о своей деятельности за период с 29 марта 2021 года по 1 апреля 2022 года. Не принято также решение о принятии к сведению информации управляющей организации о сдаче приемкой, выполненных в апреле 2021 по март 2022 год. Работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, остатка средств на текущий ремонт за 2021 год и первый квартал текущего года по состоянию на 31 марта 2022 года. В плане работ по текущему ремонту за май 2022 года и наделение Совета многоквартирного дома с 1 июня полномочия по принятию решения о текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома. Менее половины собственников помещений, участвовавших в голосовании, проголосовали за утверждение на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года размеры платы за содержание жилого помещения, включающие в себе плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом 4 рубля 20 копеек за квадратный метр в месяц, за содержание общего имущества 7 рублей 80 копеек за квадратный метр, в том числе 1 рубль 40 копеек за квадратный метр на мероприятие по энергосбережению, за текущий ремонт и общего имущества 1 рубль 60 копеек за квадратный метр и плату за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в пределах нормативов и с учетом тарифов на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года предоставить годовой отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом управляющая организация обязана. Это требование постановления правительства Российской Федерации номер 416. Собственники помещений обязаны на своем общем собрании утвердить размер платы за содержание жилого помещения. Значит, необходимо повторное проведение годового общего собрания собственников помещения. Акционерное общество «Канашская городская ярмарка» следовало бы воспользоваться правом инициирования общего собрания собственников помещений.